Эту иномарку с подозрительными пассажирами автоинспекторы останавливают на въезде в Эжинский район Сыктывкара. В салоне трое с признаками наркотического опьянения. Водитель все отрицает, уверяет полицейских, якобы ничего запрещенного не употреблял. Суть-то понимаете, за что вас остановили? Понимаю. За что? Понимаю. Что, Да, за что? Что вменяют-то? Что говорят? Вменяют, да, опьянение наркотическое. Наркотическое. А сами как себя чувствуете? Нормально? Чувствую себя отлично. То есть готовы поехать в наркологию? Да, ничего не отказываюсь. Ага, Готов поехать. Как говорится, невиноватый человек за собой ничего не чувствует, Конечно. да? После досмотра подозрительных пассажиров доставляют в дежурную часть, а водителя на медицинское освидетельствование. Позже врачи подтвердят подозрения силовиков. Задержанный действительно находился под действием дурмана. Этот автомобиль серебристого цвета сразу же привлек внимание полицейских. На передних стеклах иномарки красуется черная пленка. По закону допустимая норма светопропускаемости 70%. Из-за черных передних стекол управление машиной становится сложным. Риск совершить ДТП увеличивается многократно. Однако с этим молодой человек, похоже, не согласен. Ну, если ставить по уму, то все видно. То есть, допустим, если поставить там как вот заднее, то ночью тяжело видно, да. А так очень даже хорошо. Ну, а плюсы вот от этого? Плюсы? Меня не видно. Могу ехать на супервариации. И зеркало не слепит никто. То есть машина выше, допустим, сзади едет, уже слепит зеркало, а так не слепит. После замера нарушителю выписывают штраф 500 рублей. А еще предлагают на месте устранить запрещенную пленку. В противном случае угрожают ему вручить официальное требование на устранение нарушения в течение 10 дней. Пришлось согласиться. Через несколько минут сотрудники ГИБДД останавливают еще одну наглухо тонированную легковушку. Прибор предсказуемо показывает, нормы светопропускаемости превышены в 4 раза. Водитель признается, затонировал лобовое и боковые стекла не для красоты, а для дополнительной защиты от лучей солнца. А вот уже экшен. Водитель «Лады» не остановился на требования полицейских. После непродолжительной погони автомобиль блокирован. Нарушитель задержан. Давайте, ручки, внимательно, аккуратно, положим, да. Че налево, не останавливаемся, водитель? Не увидим. Водитель, значит, был задержан с признаками опьянения. Также при нем не было водительских каких-либо документов. Кроме того, на машину отсутствовали регистрационные документы. Не было полиса ОСАГО. Значит, у водителя при себе был только паспорт. При проверке по базам данных было установлено, что данный водитель ранее неоднократно лишался права управления за управление транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, также за отказ от прохождения медицинского свидетельства на состояние алкогольного опьянения. Водителю предложено пройти освидетельствование на месте. Тот соглашается, и результат теста уже никого не удивил. О, достаточно. Идет анализ. Никуда не трогаю, идет анализ. 0,846 миллиграмм на литр. Ну да. Минимальная 0,160. То есть, да. Представляешь, сколько больше? Ну, немного. Соответственно, состояние алкогольного опьянения установлено. Нарушитель арестован на 10 суток, а его автомобиль отправляется на штрафстоянку. В рамках операции только за выходные дни силовики проверили более 2000 машин. Заметьте, каждый четвертый был оштрафован. 80 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. 8 из них сели за руль под шофе уже не в первый раз. Полицейские отмечают, данные профилактические мероприятия прочно вошли в практику госавтоинспекции и уже не раз показывали высокую эффективность в борьбе с грубыми нарушениями правил дорожного движения. Антон Булаев, Павел Люлямин, телеканал Юрган, Сыктывкар.